На круглом столе были обсуждены главные проблемы, стоящие перед работниками, которые занимаются ювелирным и алмазогранильным делом. На протяжении нескольких лет стоял вопрос финансирования отрасли, который не остался без внимания и на этом совещании. Важный такой блок, который многих заинтересовал, это фонд развития промышленности, который, напомню, был создан у нас в прошлом году при активной поддержке Айсена Сергеевича Николаева. Сегодня в этом фонде 286 миллионов рублей, которые компании, в том числе ювелирные, гранильные, могут использовать для приобретения нового оборудования. Вот как раз это та история, которая несколько лет задавалась на разных платформах, и сегодня это решение найдено, и оно реализуется у нас в республике. На мероприятии детально о работе Фонда развития предпринимательства республики рассказал генеральный директор Петр Максимов. По его словам, один из актуальных вопросов поддержки заключается в финансовом состоянии ювелиров и предприятий из-за геополитической ситуации. Благодаря графику 2021 года был выявлен спад денежных средств. Так, фонд решил начать работу в поддержку предприятий. Первое – это микрофинансовая деятельность. Да? Мы можем выдать нашим ювелирам сумму до 5 миллионов. Ставка у нас от 6 до 8% годовых до 5 лет. Есть вторая мера поддержки – это гарантийная деятельность, по которому наши ювелиры могут обратиться в любую кредитную организацию, которая работает на территории Республики Саха-Якутия. Мы им можем помочь предоставлением залога в виде поручительства фонда. Ну и третья мера поддержки, которая сейчас уже запускается, это вот на приобретение основных средств. Наши предприниматели могут получить займ льготный от 1 до 3% годовых и до 5 лет. Почти все участники выдвинули свои предложения для улучшения качества работы ювелирной и алмазогранильной промышленности. По словам президента Торгово-промышленной палаты Марины Богославской, эти вопросы не останутся без внимания. У нас сегодня все ведется протокол, и обычно по результату, это не первая наша встреча, и мы идем по пути проведения таких встреч вот, с представителями нашего правительства республиканского по отраслям. Если, допустим, в мае месяце такая встреча состоялась с председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко, и там мы приглашали 2 наших отраслевых комитета. Хорошая была встреча, и именно протокольные потом вышли поручения, и, собственно говоря, вот мы сейчас наблюдаем, как проблемы решаются. Вот. И точно так же по результатам этой встречи тоже будет протокол, и мы потом прямо детально по каждому вопросу с министерством отработаем. Якутия уже много лет славится своими богатыми ресурсами и ювелирными изделиями. Гости отметили, что республика является хозяином этой отрасли. Ну, на самом деле, ювелирная отрасль – это же бренд Якутии, поэтому, я думаю, нам нужно все-таки развивать. Последние годы действительно мы видим спад развития данной отрасли. И вот на сегодняшний день у нас и кластер открылся, и ювелиры очень хорошо развиваются. Мы очень хорошо граним наши ювелирные изделия, поэтому я считаю, что Якутия, он хозяин именно этой отрасли в нашей стране. Стоит отметить, что на круглом столе также были вручены награды Торгово-промышленной палаты Российской Федерации работникам данной сферы. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.